Приверженцы авраамистических религий язычеством называют многобожие, хотя правильно это называется многобожие в единобожие или многобожное единобожие. Это из истории, когда из полного контекста вырывают слово, трактуют по-своему, выдавая это за правду. То есть полный контекст это есть язычество и наша осетинская традиционная духовно-религиозная культура, религия аса, дин. А искаженная ее форма это авраамистические религии. То, что у нас называется многобожьями, то, что нас окружает, это природные стихийные царства, через нашу традицию обычаи, это знание о бытие, связь. А авраамистические религии, получается, обобщенно взяли и просто назвали один Бог. Все равно, что сказать радуга правильно, а 7 цветов это неправильно. Это же абсурд. Более ясный пример. Все равно, что если бы у тебя украли, своровали твою идею, переделали, и тебе же твое принесли, выдавая это за правду. Говорят, что это правда, вот мое правда, а твое нет. Он у тебя берет, переделывает, и тебе же твое говорит. Это правильно, а то, что твое нет. Многие традиционалисты делают очень грубую ошибку, в том числе и тот, кто думает, что язычество это там единобожие нет. Во-первых, традиционалист, который говорит в оправдании, что мы не язычники, а однобожники. Во-первых, слово термин язычник производное от арт, огонь, ас это одно и то же. И по сути, по смыслу, который несет пророк Иисус в авраамистических религиях, одни и те же истины. Ас это есть, если бы мы перевели на русский, это огонь или дух Творца, или частица Бога. Тем самым, когда традиционалист говорит, что мы не язычники, все равно, что ты бы сказал, что ты не ас или осетин. А осетин это и есть. Понимаете, в чем абсурд? И тот, кто так и думает, он тоже не понимает, что язычник или азы, или асы, это тот же в нем смысл истины заложен, что и в их пророке Иисусе, та же символика. То есть, понимаете, и тот, и другой совершают ошибку из-за непонимания. Разница между искажением и полной ее формой лишь в мировоззрении. Да, мы бы назвали многобожие понимание, как что есть все в одном бытии. Кто-то взял и просто назвал это одним Творцом. Вот лишь раз. И просто окрестил это правильным. То бишь так и воспринимается язычество, что это неправильно. Тогда как просто это другое мировоззрение. В итоге те истинные традиционалисты, которые говорят, мы не язычники в оправдании, рассуждайте с точки зрения авраамистических религий. Получается так, что разницы между авраамистом и тем, кто так отвечает, разницы никакой, с той лишь разницей, что традиционалист говорит, что у нас своя религия, а по факту, де-факто, это же разные мировоззрения. Так и происходит подмена и своих богов на чужие понятия. Надо изучать термины, понимать, что они в себе несут. Те слова, откуда корни происхождения, какой функционал они несут в себе. Понимаете? В итоге вы уподобляетесь, и тогда какая разница? Главное понимать свою культуру, именно мировоззрение.